Теперь населенный пункт стал более привлекательным и комфортным благодаря новой зоне отдыха. Придя сюда, жители Галашек смогут отдохнуть от повседневных забот и провести время с семьей или друзьями. Эта зона отдыха обещает значительно повысить качество жизни жителей. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Обустроили родник Жарычи, который и ранее пользовался популярностью среди населения. Здесь установили беседки, качели, лавочки, урны, благоустроили башню в ингушском стиле, сделали освещение, а также огородили территорию. Мы видим, данное место это не только для жителей села, также и для туристов, которые к нам приезжают, для гостей, потому что именно этот туристический маршрут лежит и к Джейрасскому району, проходит через Сунжский район к Джейрасскому району, в горную нашу часть. И, соответственно, каждый турист, кто здесь останавливается, он сможет набрать себе прохладной воды и провести свой досуг в вот таком вот красивом, благоустроенном месте. Строительными работами в предгорной Ингушетии занималась подрядная организация РЗА. Объект был сделан в сроки. Никаких замечаний не было и по качеству, благодаря чему каждому будет обеспечен комфортный отдых. Также скоро тут планируется выкопать пруд, в который будет стекать холодная родниковая вода. Жителей Нестеровской порадовали практически такими же работами в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Здесь также появилась новая зона отдыха. Это у нас полностью покрытие деревянное, да, чтобы люди могли спокойно пройтись. Также имеются беседки различного типа, и открытого типа, и закрытого типа. Думаю, что для населения, для туристов такие объекты необходимы. В 2023 году начали работу, и, конечно же, можно сказать, что данный объект завершили досрочно. Также скоро в этой зоне откроют и различные точки питания, для того, чтобы жители смогли вкусно поесть на свежем воздухе. Несмотря на то, что люди сюда уже приходят, официального открытия зоны отдыха еще не было. Его приурочили к столетию ингушской государственности. Конечно же, для жителей сельского поселения, для детей, которые будут сюда приходить, в обязательном порядке это сладкая вата, мороженое будет бесплатно. Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» призван развивать туристический потенциал республики и сделать ее более привлекательной для путешественников. Она успешно реализуется в Ингушетии с 2021 года. Мадина Цора, Султан Магушков, Магаз 24.